Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам расклад на неделю с 6 по 12 января 2020 года для скорпионов. Рассмотрим темы отношений, работы, финансов и совет достанем из колоды. Сегодня смотрим прогноз на цыганском оракуле. Первая карта для тех скорпионов, которые находятся в браке. Здесь выпадает карта смерть, карта трансформации. Что-то очень важное поменяется в ваших отношениях. Теперь для тех скорпионов, которые ищут пару. Здесь выпадает карта тоска. Для работы, для тех, кто работает, выпадает карта женщины, да, молодой женщины. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта влюбленные. Для тех, для финансов выпадает карта свадьба. Давайте посмотрим теперь сначала, что ждет тех скорпионов, которые в паре находятся. Выпадает карта смерть. И она говорит о том, что у вас действительно какие-то проблемы в отношениях наконец-то уйдут. То, что долгое время не решалось, то, что было, может быть, тормозило как-то ваши отношения, не давало им развиваться, наконец-то есть возможность с этим закончить, да, и ваши отношения переходят на совершенно новый уровень, потому что здесь вот у нас изображена такая женщина, которая летит по небу, да, то есть здесь подъем будет какой-то в ваших чувствах, в ваших отношениях, может быть, здесь кто-то получит предложение руки и сердца, у кого-то, может быть, будет бракосочетание, или, может быть, здесь появление ребенка, да, в общем, все, что меняет ваши отношения и выводит их на новый уровень, приводит к новому статусу, здесь вот есть возможность на этой неделе произойти. Да и вообще просто, допустим, если у вас были какие-то обстоятельства, которые вот никак не давали вам понять друг друга, да, то вот может все разрешиться. В общем, все, любые перемены, качественные перемены на этой неделе будут вам на благо. Ни в коем случае нельзя держаться за то, что уходит, за то, что отжило, да, потому что иначе вы будете лишь только как бы мучиться и страдать, да, то есть нужно отпустить то, что уходит. Мы обычно держимся за то, что не нужно, из страха, что лучше не будет. Но карта говорит о том, что отпускайте спокойно все старое, все, что уходит, оно должно уйти, потому что придет лучшее, придет новое, чему вы будете радоваться со временем, да, может быть, сейчас вы еще это не можете оценить, потому что это как-то очень быстро происходит. Но вы обязательно поймете, что ваша жизнь улучшилась. Теперь для тех скорпионов, которые ищут партнера, выпадает карта тоска. И она говорит о том, что вы слишком уж зациклились, может быть, на своем одиночестве или на том, что было раньше. Вы отвернулись от возможностей, вы как-то не ставите для себя уже каких-то целей встретить человека, да, вы как будто бы разочаровались уже в отношениях, в жизни и уже не верите, что у вас что-то может произойти. На этой карте изображена осень, здесь деревья облетают, и значит, у вас действительно может быть еще такой период в отношениях. Мы же на неделю смотрим, да, то есть здесь все как бы убыстряется. Может быть, именно на этой неделе, вот эта неделя как осень, а следующая неделя зима, да, а еще неделя вперед это уже весна. То есть в ближайшее время у вас может действительно повернуться ваша жизнь, встреча может произойти, тем более рядом вот карта смерти, трансформации, да, то есть есть возможность поменять. Просто сейчас не время, но это не значит, что вам нужно грустить и сожалеть о прошлом или думать, что у вас никогда ничего уже не будет, никакой встречи, которая вам нужна, да, с близким человеком. Все еще будет, просто не время. И карта говорит о том, что вам нужно поднять себе настроение, увеличить как-то свои вибрации. Не зря вот за этой фигурой горы изображены. То есть нужно поднять свою энергию для того, чтобы притянуть к себе человека как бы хорошего, действительно подходящего вам, да, человека оптимистичного и так далее. Вам нужно самим находиться на правильном уровне энергии. Если вы будете оставаться в таком же состоянии, то и притянется к вам человек вот такой же унылый, да, от которого будет мало радости. Давайте теперь посмотрим, что ждет скорпионов в работе. Выпадает здесь карта женщины, и она говорит о том, что, скорее всего, нужно проявить
какие-то интуитивные способности в работе вот именно на этой неделе. Может быть, здесь нужно будет кого-то выслушать, кого-то поддержать, да, может быть, кому-то помочь нужно будет. Вот все, что связано с деятельностью вот такого рода, она будет очень эффективна. Кроме того, это неделя очень удачна для тех, кто занимается в сфере красоты, занимается деятельностью в сфере красоты, да, там одежда, вот, допустим, продажа одежды, да, или, может быть, создание образов, или еще что-то такое. В общем, все, что связано с красотой, с психологией, эзотерикой, просто какой-то помощью людям. Вот эта неделя как раз предназначена для такого рода дел. И, в принципе, вы здесь гонитесь не за деньгами, да, а вот именно вам хочется такую, ну, как бы делать, вот этой деятельностью заниматься, чтобы чувствовать внутреннее удовлетворение, да, вот наполняться этим процессом творческим. А теперь для тех скорпионов, которые ищут работу, здесь карта влюбленный выпадает, и она говорит о том, что вам нужно искать только ту работу, которая вам по сердцу, которая вам по душе. И желательно, чтобы была возможность для какого-то творческого проявления или просто для проявления ваших способностей, да, может быть, для вашей инициативы. Эта карта тоже говорит о том, что здесь может быть помощь в трудоустройстве, да, от какого-то человека, которому вы нравитесь. Теперь для тех скорпионов, теперь для скорпионов финансы на этой неделе выпадает карта свадьбы. И она говорит о том, что у вас действительно может появиться какой-то новый источник дохода очень надолго. Карта говорит о том, что даже как бы есть как будто бы один источник давний, основной, да, и может быть даже один источник, который появился недавно, и еще сейчас один добавится, либо добавится сразу две новых возможности зарабатывать. То есть действительно вот карта свадьбы, она очень благополучная. Если она попадает в финансы, то она говорит о том, что именно сама жизнь вас обеспечивает всем необходимым. Да? Все финансы, которые вам нужны, они будут приходить, и в этом будет помогать вам сама судьба. Давайте посмотрим, что ждет, что советуют скорпионам карты на эту неделю. Здесь выпадает карта ребенка. Ну, она говорит о том, что чтобы мы как бы обнулились, да, чтобы мы начали как будто жизнь сначала, так как у нас начало года сейчас, и действительно у нас цикл жизни обновился, вот желательно быть на одном уровне с этой энергией, да, то есть нужно строить новые цели, новые планы. В общем, как будто бы вы жизнь начинаете сначала. Вот карта рекомендует на все смотреть глазами ребенка, да, как будто снова там на своего близкого человека, на детей, на работу, да, то есть как будто бы у вас жизнь начинается заново, и все такими красками яркими засияло, да, все радует, все удивляют. Вот такой совет дают карты. Кроме того, если у вас есть какие-то идеи, то желательно их начать реализовывать на этой неделе. Действительно будет толк из этого. Очень хорошая возможность и для финансов, и для новых проектов, и для отношений новых. В общем, все, что есть новое, которое будет вас радовать, и из которого получится какой-то толк и продолжение, вот все на этой неделе желательно начинать. Друзья, поздравляю вас с наступившим Новым годом, с будущим Рождеством. Всего вам доброго, до новых встреч!